Здравствуйте все! Добро пожаловать на канал Магия Песка. Дорогие мои зрители, гости, подписчики, всех вас сердечно благодарю за ваши лайки, за ваши хорошие добрые комментарии, за вашу поддержку, за ваши просмотры. Земной вам поклон. Тема у нас такая: что случится, что произойдет само по себе, без всяких ваших усилий. Загадайте, пожалуйста, на себя и давайте вместе посмотрим. Я прошу высшие силы дать мне возможность ответить на все ваши вопросы и послать для вас только самую важную, нужную и полезную информацию. Так, интересно. Так, мои хорошие, сразу хочется отметить, что вас особо жизнь не баловала. Само собой, очень редко что-то происходило в вашей жизни, а у кого-то отыграется, что и вовсе ничего само собой не происходило. За все вам нужно было платить, работать, бороться, выгрызать, выбивать, доказывать. Да, вот прям с усилием. Все, что вы имеете, вы получили с большим, либо очень большим усилием с вашей стороны. Я вижу, что у высших перед вами есть должок. Должок за такую несправедливость. Да? Вот как говорят, одним все, другим ничего. Вы как раз с той стороны, где ничего. Вы постоянно наблюдаете тех, кому, как говорится, все. Причем вас, я вижу, очень напрягает тема, что есть люди, которые фактически ничего не делают, никак себя там не утруждают, там, приходят на все готовенькое, там, либо какими-то хитрыми путями, схемами пользуются. Да? И вот живут себе и в ус не дуют. Да? Никто с них не спрашивает, там, богатеют, жиреют, комфортно себя ощущают. А вы, честный и порядочный человек, вынуждены горбатиться и шачить, света белого не видеть, да, радость всю жизнь потерять от такой тяжелой работы, от такой несправедливости. И вас это очень-очень сильно напрягает. Это справедливо, то, что вас это напрягает. Это справедливо. Кому-то прям хочется все бросить и уехать. Уехать куда-нибудь подальше, да, в новые места, в новые возможности. Но вы тоже так сидите и думаете: хорошо, вот сейчас брошу, уеду, а что меня там ждет? А вдруг там еще хуже будет? Да? И тут сами же себя отговариваете, успокаиваете. Вот у вас, кстати, перемена и начнется с поездки. Да? Сама с собой придет какая-то поездка. У кого-то идет поездка на отдых, такого развлекательного формата, а у кого-то идет поездка и переезд. Да? Человек говорит: поеду посмотрю, либо просто поеду кому-то в гости. А назад уже нет, возвращаться не буду, мне здесь понравилось, мне здесь хорошо. Здесь особенно у женщины отыграется. С каким-то мужчиной, либо к какому-то мужчине вы поедете на свидание, в гости. Там, может быть, он нас там на отдых пригласит, да, куда-нибудь. И там вы с ним и останетесь, либо вы у него останетесь. Допустим, да, вы с мужчиной общаетесь в интернете, он вас приглашает там на морюшко. Вы едете, и он вам там предложение делает и говорит: давай теперь со мной поедем туда, где я живу. И вы такая: окей, мы едем. Вот. Идет переезд, идет перемещение, либо идет очень такая классная поездка, очень хороший отдых. Причем вижу, что вы сейчас не планируете, вы не думаете. Эта дорога, эта поездка найдет вас сама. Так, для кого-то, кстати, идет знакомство. Вот само по себе идет знакомство. Сразу хочу сказать, что знакомство никак не связано с любовью. Скорее, оно связано с грамотностью, с мудростью, с такими, знаете, житейскими важными советами. Совершенно случайно к вам подойдет человек, вы там разговоритесь, и человек вам будет предлагать свои знания, свои умения, может быть, даже свои услуги, если этот человек, например, компетентен в той теме, которая вам интересна. Ваш вопрос, либо ваша ситуация мгновенно перестанет вас волновать. Ведь теперь рядом с вами очень грамотный человек, который все возьмет на себя, либо расскажет, что делать. Напряжение у вас спадет. Еще момент связан с 3 рыбками. Тут триада из рыбок. Одна рыбка очень большая, вторая такая средненькая, а третья маленькая. Мне почему-то кажется, что это какой-то долг, задолженность перед вами.
Может быть, вам не выплачивали зарплату, может быть, у вас есть должник, может быть, это какой-то алименщик, может, вам положены какие-то выплаты, отчисления, начисления. Вы тут ходите, пороги оббиваете, письма пишете, либо там лично посещаете, и вам ни ответа, ни привета, да, закрытые двери, либо отказы, отсылки, отписки. Уже, знаете, как надоело, вы уже не хотите этим заниматься. Как только вы, как говорится, сядете, сложите руки, ситуация начнет набирать обороты. Деньги поступят в 3 этапа. Я, правда, не могу вам сказать очередность. То есть сначала придет большая рыбка, то есть большие деньги, либо маленькие, к сожалению, не скажу. Но тем не менее, они все рядышком идут. Там, ну, может быть, там максимальная разница между этими поступлениями, ну, месяц пусть будет. Да? Хотя мне кажется, что это там, дней 10, 15 максимум. Вы, то, что ваше, то, что вам положено, вы точно получите. Так, еще я вижу какие-то постоянные конфликты в семье между мужчиной и женщиной. Тема конфликтов, ну, либо финансовое состояние, положение дел в семье, либо, ну, скажем так, разные взгляды на жизнь, на семью, на отношения внутри семьи. Мужчина, значит, в одну сторону, женщина в другую сторону, либо мужчина ничем не хочет заниматься, а женщина, ну, понятно, переживает за семью, за детей, за то, что кушать нечего. Здесь все очень естественно разрешится. Мужчина, я вижу, что именно он, ну, я не могу сказать, прям за голову возьмется, да, но начнет действовать именно по-мужски. Например, больше зарабатывать, больше в семью вкладываться, там, меньше бывать дома, меньше с вами спорить, меньше с вами скандалить. То есть идет умиротворение. Это не будет в один момент, что вот вчера вы ругались, там, дрались, а сегодня утром проснулись и все. И он такой няшка, там, не знаю, кофе вам принес, там, денег пошел заработал. Нет, так не будет. Это будет постепенно происходить. Вот эта ситуация растянется где-то на месяца 1,5-2. То есть вот в течение этого периода ваши взаимоотношения с мужчиной, они будут улучшаться, да, будет улучшаться ваше финансовое состояние, мужчина будет менее скандальный, менее противный, вот, и у вас прям наладится, придете к такому моменту, когда вы не думаете о нем плохо, наоборот, как бы гордитесь, уважаете и даже будете, возможно, хвастаться перед подругами, какой же у вас замечательный оказался мужчина, да, муж, мужчина рядом. Так, еще само по себе. Ну, здесь дети, подростки, я так понимаю. Хотя, может быть, и ребенок там 9-10 лет, да, вот с этого возраста начиная. Противный характер. Прям противный. Спорит, ругается, делает, что хочет. Там у кого-то с телефоном, у кого-то с компьютером, а у кого-то там еще, не дай бог, там с какими-то друзьями. Вот, дома не застанешь, либо наоборот, если дома ничем домашним не занимается, учиться не хочет, огрызается, ну так ведет себя скверненько, скажем прямо. Мои хорошие, это пубертат, это вот этот противный подростковый возраст. Здесь, ну я даже думаю, эти психологи не все справятся. Здесь нужно просто отпустить. Ну, контролировать, конечно, да, чтобы никуда не вляпался, там, никуда не попал. Но лучше отпустить. Не поймет. Вот сколько ни говори, все равно не поймет. Пока, как говорится, на своей попе не почувствует, да, вот свои же ошибки, ничего не поймет. Здесь нужно набраться терпения. Эта ситуация в долгую, к сожалению, в долгую. Вы себя, пожалуйста, тут не накручивайте. Вы не тратьте время на вот эти все споры, разговоры ни о чем, упрекания, не знаю, распекания, чем вы там занимаетесь. Не надо этого делать, не надо. Вы, понимаете, вы здоровье теряете. Вы нервную систему настолько уже свою истощили, что еще чуть-чуть и, извините меня, можно и в больничку так попасть. Выдыхайте, поймите, что все с этим сталкиваются. А кто не сталкивается, так там еще другие могут быть проблемы. Да? Может быть, ребенок с каким-то тяжелым состоянием. Поэтому пусть перебесится, пусть, как говорится, на своей попе это все попробует, а потом уже, смотрите, как и в себя придет.
У кого больше всего проблем с ребенком, знаете, что именно ваш ребенок в будущем будет самый спокойный, самый уравновешенный и, знаете, гордостью мамы либо папы. Это будет. Потерпите, потерпите, запаситесь успокоительным, не знаю, отвлекайте себя, занимайтесь чем-нибудь, потерпите, все обязательно наладится. Я это вижу. Ну, это такая физиология, понимаете, гормоны гуляют, и ребенок ваш и сам не рад тому, что он делает. Но вот с собой ничего не может поделать. Накрывает его прям с головой и бесится, извините. Ну, ничего там плохого нет, именно в плане там энергетики, в плане там воздействий, но это именно вот гормоны гуляют. Поэтому наберитесь терпения, все у вас наладится. Так. Какая-то ситуация мне показана, но я не могу сказать, что это само по себе. Скорее по какой-то чужой воле. Здесь идет знакомство, но оно как будто бы искусственное. Как будто бы кто-то подстроит это знакомство. Вот знаете, как идет картинка, что вас куда-то позвали, вы приходите, а там вам знакомство приготовили, да, и говорят: ой, как хорошо, что ты пришла, а мы хотим тебя познакомить там с нашим родственником, либо там с чьим-то, там, не знаю, сыном, братом, может быть, каким-то другом. Знаете, вот как подстроенное мне идет. С кем-то вас будут знакомить. Про любовь не вижу, но про дружбу с этим человеком вижу. Человек настолько будет приятный, вот знаете, прям по душе. Вы, конечно, сначала так скажете: фу-фу-фу, какая гадость, что такое сватанье, да, вы что специально тут все организовали. А как вы с этим человеком пообщаетесь, вы поймете, что человек очень классный. Вот прямо по душе вам придется. Вам так будет легко, так интересно, и смеяться вы будете очень много с этим человеком. К сожалению, мне не показали про любовь, но мне показали про то, что вам будет очень приятно общаться. Так что не сопротивляйтесь, если вас знакомят, и не ругайтесь с теми, кто вас вот так знакомит, сватает. Люди вам добра желают. Так? Тот человек, который вас познакомит, который подстроит эту ситуацию, он на самом деле к вам очень хорошо относится и вам желает добра. Так, и еще само по себе придет к вам наследство. Причем наследство вы этого совсем не ждете. Не ждете, не думаете, не предполагаете. Знаете, как какой-то дальний родственник, о котором вы, не знаю, мало что знаете, может быть, никогда не видели. А если видели, то были совсем ребенком и не помните, как выглядел этот родственник. Вам что-то оставит. А у кого-то отыграется, что этого человека вы знаете, наоборот, может быть, там общались с этим человеком. Человек одинокий, и человек вам отпишет вот прям, да, последнюю эту свою волю, что-то он вам передаст. Я вижу тут две вещи, два объекта передачи, да, два объекта наследства. Не могу сказать, что, но вижу, что большое. Вот оно большое. Два. Например, дача и машина. Либо еще что-нибудь получше. Два предмета, два объекта у вас идет. Это то, что вы получите по наследству. А может быть, там машина и деньги. Да? По-разному бывает. А может быть, два предмета какой-нибудь там роскоши. Что-нибудь такое раритетное, необычное, дорогое. Вы будете очень сильно удивлены. Для вас это будет очень-очень приятно. Так, еще само по себе. Повышение идет само по себе. Повышение по должности, либо расширение ваших возможностей в вашей работе, в вашем бизнесе. Знаете, как время пришло. Время пришло расти, повышаться, заниматься какими-то новыми направлениями. И причем, знаете, как я вижу, все как-то спонтанно у вас происходит. Допустим, да, вы работаете. В принципе, ваша должность вас устраивает. В тот раз, например, старший ваш начальник ушел, либо там перешел на другую должность, там переехал в другой город, на пенсию вышел в конце-то концов, да, и будут предлагать именно вам. Знаете, вы как наследник идете за этим человеком. Либо для вашего самого главного руководства, вот они уже видят, да, если что, вот именно вами
они подменят этого человека, да, именно вам будут предлагать это повышение. А те, кто занимается своим делом, своей работой, ну, здесь новые идеи, новые впечатления, новая реализация. Вы растете, у вас очень такой серьезный, богатый потенциал, он будет обретать форму. Так что, мои хорошие, естественным путем будете возвышаться, будете расти, будете идти по карьерной лестнице. Так, еще здесь два человечка, такие непримиримые человечка. Не могу сказать, что враги, но вот есть какое-то неприязненное состояние, ощущение. Вы наконец-таки договоритесь, найдете точки соприкосновения, и вот отношения у вас улучшатся. Мне почему-то кажется, что это невестка и свекровь. Я не могу сказать, кто из вас кто смотрит меня, невестка либо свекровь, но вижу, что вот точки будут найдены. Сойдетесь вы по каким-то точкам, и отношения ваши будут улучшаться, причем в разы улучшаться. Прям как небо и земля у вас, да, вот меняется. Так, еще само по себе придет счастье, вот ощущение счастья, когда человек вот радуется всему, всем, доволен всем. Вот это состояние у вас в венце. И это состояние идет вам больше как награда, награда от высших сил. И я так понимаю, что произойдет то, о чем вы больше всего просили высшие силы. То есть обращались, просили, мечтали, хотели. И вот это событие произойдет, либо эта ситуация произойдет. И вы будете очень-очень счастливы, мои хорошие. Прям улыбка, у кого-то слезы счастья на глазах. Ну прям человек аж светится, как солнышко светится. Это ваше состояние, которое с вами обязательно произойдет по воле высших сил, вот как дар от высших сил. Так, мои хорошие, на этом все. Спасибо за внимание. Всем пока-пока.